И вот эти вот фурнитур, вот эту всю резину, вот эту всю велели менять. Поменять утеплитель, фурнитуру, в итоге счет за ремонт окон на 35 тысяч рублей. Практически столько получилась бы установка нового. Сумма для Амины Хабибуллиной стала неожиданной. Ведь предлагали и заманивали бесплатной диагностикой. Пенсионерка успела оставить лжеремонтникам предоплату. 10%. Потом это дети приехали, главное, говорит: мам, ты что делаешь, говорит. Только после этого женщина поняла, ее обманули. Потери большой суммы удалось избежать, спас знакомый мастер. Даже если не у кого спросить, эксперты советуют хотя бы воспользоваться интернетом и самим попытаться понять, в чем же может быть проблема с окнами. Не соглашаться сразу на бесплатную диагностику или же дорогостоящий ремонт. Ведь на незнании как раз-таки и играют мошенники. Исполнитель пришел домой к потребителю, то убедиться, что это надежная организация, не впускать себе в квартиру людей, в которых потребитель не уверен, не соглашаться на услуги, которые потребителю не нужны. Эти советы управления Роспотребнадзора уже дает всем потребителям. 10 обращений по навязыванию услуг от оконных мастеров. А сколько еще не заявившихся, некоторые компании удалось привлечь к административной ответственности. Такие мастера не только опустошают кошелек, но и подрывают имидж компании. Зачастую контакты клиентов утекли к мошенникам за вознаграждение. У средних малых компаний скупали базы с телефонами и с адресами клиентов, дабы им предложить эту бесплатную диагностику. Звонят, предлагают бесплатную диагностику окон и навязывают услуги по всей республике. Так было и в Набережных Челнах. Сейчас правоохранители не квалифицируют это как мошенничество, так как клиенты сами соглашаются. Если уже люди собрались действительно ремонтировать свои окна, ставить там новые пластиковые окна, то уже обращаться в те фирмы, которые себя зарекомендовали. При этом социальное мошенничество не сдает позиции. По данным МВД зарегистрировано 24 случая за 7 месяцев этого года. Под прицелом, как правило, пенсионеры, которых и проще всего обмануть. Альбина Минибаева, Азат Самигуллин, Ксения Антонова, ТНВ, Казань, Набережные Челны.